Вечер добрый. И все-таки Россия парадоксальная страна. Скажите, пожалуйста, где еще власть, которая ликвидировала очереди, уничтожила тотальный товарный дефицит, не только не укрепила к себе доверие, но и делает все, чтобы катастрофически рост дефицит этого доверия к себе. Народ, люди практически перестали верить политикам. При всем этом существуют политики, которых эти процессы практически не тронули. Сегодня час пик для одного из них. Президент Ингушетии Руслан Аушев. Добрый вечер, Руслан Султанович. Добрый вечер. Руслан Аушев, 42 года. Генерал-майор, Герой Советского Союза. Родился в Казахстане, где отбывали ссылку выселенные Сталином ингуши. После окончания высшего общевойскового училища города Орджоникидзе командовал взводом, ротой. 5 лет воевал в Афганистане. Сначала командиром батальона, затем командиром дивизии. Был тяжело ранен. В 1989-м стал народным депутатом СССР. В январе 1993-го ингуши выбрали его своим президентом, а через год на новых президентских выборах подтвердили это решение. В политике стремится быть честным и открытым. Единственный из глав северокавказских республик осенью 1994-го не подписал обращение к Ельцину с просьбой навести конституционный порядок в Чечне и открыто выступил против ввода войск. Важными чертами руководителя считает умение ставить конкретные задачи и контролировать их исполнение. Любит футбол и коллекционирует оружие. Я утверждаю, что на Северном Кавказе нет национальной проблемы. Это не мои слова, это ваши слова. Как их понимать? Не национальная проблема, а национальной политики. Я об этом говорил и повторяю сейчас. Ну, давайте вспомним с 91 по 96 год. 5 лет, короткий период для Северного Кавказа, для России в целом. И за это время мы получили десятки тысяч беженцев, десятки тысяч убитых, десятки, сотни населенных пунктов разрушенных, десятки тысяч разбитых домов. И неопределенность, полную неопределенность на сегодняшний день. Поэтому национальной политики нет. А в чем ключик? Ключик в том, чтобы те люди, которые занимаются национальной политикой, ну так, не было кавалерийских наскоков. Возьмем ту же чеченскую проблему, о которой говорят. 2 года прошло. Давайте вернемся на 2 года назад. Что вы делали 28 ноября 1994 года поздно вечером? 28 ноября 1994 года я был на совещании, которое собрал президент Российской Федерации, я не помню, по экономическим проблемам. И ко мне подбежали все журналисты и сказали: Руслан Султанович, танки подошли к дворцу Дудаева. Все, Дудаев пал. Я говорю: давайте подождем до утра. К утру все танки были разбиты. Я не давал интервью. Я сказал, что интервью давать по этому поводу не буду, потому что я знаю, что эти танки все сгорят. И к утру все танки были разбиты, и оппозиция потеряла поражение. Расскажите о вашей встрече с Черномырдиным. Почему вы не подписали то обращение руководителей северокавказских республик и регионов к президенту о наведении конституционного порядка? Ну вот в то время витало такой легкий подход к решению этой проблемы. Во-первых, люди, которые не жили на Кавказе, люди, которые никогда не воевали, люди, которые не знают, что происходит на Кавказе, люди, которые тем более не жили среди чеченцев, ингушей, других народов, которые проживают. И принимали легкие решения, что там одним полком уже в течение 2 часов. Но я это прошел. Мы же испокон веков учили, что народ победить нельзя. Что вы предпринимали, чтобы этого не произошло тогда? Я на всех уровнях, политических в первую очередь, предпринимал. Я сказал Виктору Степановичу, что это будет война. Вот, и, что он ответил? Ну, Виктор Степанович — это хозяйственник. Когда его силовые министры сказали на Совете Безопасности, он тоже участвовал, и все силовые министры сказали: ну, мы наведем конституционный порядок, армия у нас есть, силы у нас есть. Ну, я так предполагаю, диалог. Что, ну что там, ну оппозиция неграмотная, не обученная, не умеет воевать. Руслан, а вам не удалось поговорить с Ельциным тогда? Я говорил с Ельциным. Я связался по телефону с ним, когда я узнал, что уже в принципе решение принято. Я вышел на Бориса Николаевича и просил его принять меня на 10 минут. В течение 10 минут я пытался объяснить, что все будет не так, и все это приведет к большой партизанской войне, где поднимется весь народ от мала до велика. Что и получилось. Но я сказал, что его неправильно информируют, у него не полная информация. Борис Николаевич ответил, что у него информация полная, и у него достаточно информации, чтобы принять по этой ситуации.
Вы тогда искренне верили, что встреча Дудаев-Ельцин может решить проблему, да? Конечно. И сегодня, кто мешал этой встрече, виновники этой чеченской войны. Все, кто мешал встрече президента Российской Федерации и президента Чеченской Республики, они первые виновники, которые развязали войну на Кавказе. В вашей республике 9 декабря вы отправили правительство в отставку. Не говорит ли это о том, что из политического деятеля демократического плана вы тоже сползаете к, если не к авторитаризму, то к каким-то таким методам, которые предполагают наличие сильной персональной власти? Вы знаете, меня не волнует жизнь и отношение чиновника. Меня волнует жизнь и отношение к человеку. Пусть я буду жестокий к одному чиновнику, но этот чиновник не будет мешать жить и будет помогать жить тысячам людей. Поэтому, если пришел в исполнительную власть, то исполнительная власть – это лошадь ломовая, которая должен работать день и ночь на благо народа. И тот анализ, который я провел, я об этом рассказал правительству. В вопросах, которые и по вопросам беженцев, и вопросам социально-экономического развития, и вопросы социальной защиты, и бюрократия, и вот это все чиновничество. Вы как президент, вы были тотально не удовлетворены итогом работы правительства? Конечно. Да? Ну а потом, а почему вы считаете, что в демократических, только в тоталитарных государствах правительство в отставке? В Италии каждые полгода, насколько я знаю, правительство в отставку уходит. Демократическое, главный политик, президент в республике, да и в любой республике. Правительство, еще раз говорю, это исполнительная власть, которая должна кормить, обустраивать, ухаживать за народом. А политикой занимается президент. Поэтому политику определяет сегодня лицо, которое написано в Конституции. На политику, которое определяет лицо, первое лицо государства, вы, влияет наличие Чечни как соседа в том состоянии, в котором она сейчас находится? Ну, конечно, как не влияет. У нас около 37 тысяч беженцев. Сегодня в Чеченской Республике очень тяжело. Все разрушено. Без, будем так говорить, без слез нельзя смотреть то, что там происходит. Люди без пенсии. Не то, что там у нас по полгода в России нет пенсии. Так там вообще не видели денег последние 2 года. И люди живут в разбитых домах. Поэтому разгул преступности. Что вы можете сказать людям, как тем, кто сейчас живет у вас в Ингушетии, в Осетии, в Дагестане, как спасаться от бандитов? Ведь то, что расползается, преступность, которая расползается по итогам чеченской трагедии, да, она заражает все вокруг. Ведь на съезде народов Дагестана даже приняли обращение к федеральным властям разрешить им формировать отряды, что-то наподобие отрядов самообороны, вооруженных. Ну вот эти всякие разрешения, которые отряды по одной республике, потом вооружение казаков поголовное, попытка защитить неформальными вооруженными формированиями, все какие-то границы административные, это приведет к конфликтам. Почему? Потому что даже в регулярной армии командир не очень-то просто управляет той массой людей, той массой оружия, которая есть. А как может какой-то неформальный лидер или по религиозным там мотивам, или по каким-то национальным мотивам, он его развернет в любое время в тот направление, в котором выгодно. А что делать? Вот Говорухин предлагает укрепить границы, создать железный занавес вокруг Чечни и тем самым оградить республики, где более-менее спокойная ситуация. Самый первый рычаг — экономика. Только голодный, злой и вооруженный пойдет отнимать хлеб у другого, у более накормленного, более сытого. Поэтому в первую очередь надо решать экономические проблемы на Кавказе. Параллельно с национальным. И все-таки определить национальную политику, что хочет Россия на Кавказе. Кавказ сегодня для Российской Федерации, для многих политиков стал полигоном, где отрабатываются какие-то свои непонятные там задумки. И испокон вот уже только за мою бытность. Каждый год ввод войск, вывод войск. Какие-то бомбежки, какие-то там закрученные там всевозможные ситуации. И мы сидим вот и ждем, откуда нам еще преподнесут подарок. Вы президент республики. И вы говорите, что вы не ощущаете, есть или нет вообще национальная политика в этом регионе? Нет. Абсурд какой-то. Ну нет. А где национальная политика? Минац до 95-го, до 96-го, до 95-го года был силовой структурой. Вспомните, каждый министр одевал военную форму, сидел над картой и глубокомысленно красным карандашом водил по этой карте. Какой это Минац? Сейчас более-менее имеет вид министра, и Минац — это Михайлов. А до этого все же были фронтовики.
приезжали на самолетах, участвовали в разработках. Скажите, Министерство по делам национальности собирает совещания, приглашает вас для того, чтобы выработать согласованную политику, обсудить какие-то вопросы дальше, там, тактические, стратегические? Ну, появляются у нас, и министр появляется в регионе, его отдельные чиновники появляются. Но ведь возьмите самую тяжелую проблему, кто сегодня решает? Иван Петрович Рыбкин, Совет Безопасности. До него решал Александр Иванович Лебедь, тоже Совет Безопасности. Они положили, он положил первый отчет мирного времени. А как главный орган в руках президента, председателя правительства, который должен решать национальную политику, не занимается этим вопросом? А посмотрите, что решена проблема между Ингушетией и Осетией? Ничего подобного. И сколько мы не обращаемся, давайте что-то решать. Мы не находим понимания. Есть еще такой фактор. В Чечне выборы. И в любом случае к власти, президентом в Чечне станет человек, который либо сам держал оружие, либо управлял людьми, которые убивали. Как вы ожидаете, будут складываться взаимоотношения между Кавказскими республиками, если к власти приходят военные? Во-первых, я хотел бы сказать, больше говорят о том, что нужно воевать те, кто никогда не воевал. А тот, кто воевал, видел жизни, потерю жизни, видел разрушение, он никогда не будет повторять эти ошибки. И посмотрите сегодня, кто больше всех кричит, и спросите, хоть кто него убил. У депутатов Госдумы, которые всех больше кричат, там, давайте вы сейчас неправильно все делаете в Чеченской Республике. У тех, кто там занимался восстановлением Чеченской Республики, сын у него погиб, брат у него погиб, дом у него разрушен. Поэтому это такая психология людей. Кто воевал, тот никогда не будет стоять за войну. А кто не воевал, дилетанты есть, популисты, которые сегодня на той же Чечне хотят себе политические дивиденды заработать, те больше всех и говорят о том, что нужно додавить, додушить и так далее, и так далее. Руслан, вы в одном из интервью сказали, что мы перетасовываем карты из одной колоды и все больше погрязаем в безнравственной политике. Нужно, чтобы пришли другие, новые люди. Вы видите вокруг себя, здесь, в Москве, или там у вас новых политиков? Не безнравственных политиков. Вот у нас одна ошибка, которую мы всегда допускаем. И все говорят, что вот ему замены нет. Ну нет такого. И если бы сегодня не было бы трагедии в Ингушетии, конечно, я бы тоже не был востребован своим народом. Но когда случилась трагедия, то люди, будем так говорить, вызвали меня в республику, приехали и сказали, вот ты президент и командуй нами. Если так грубо сказать. И самая трагедия в том, что все говорят, политика грязное дело. Грязную политику делают грязные люди. Мы должны в 21 век войти с чистой политикой. Почему? Потому что говорить о грязной политике, это считать людей за быдло, которые ничего не соображают. Кончились те времена, когда люди в лесу жили. Они сегодня смотрят телевидение, они ездят за границу, они читают массу литературы. Их уже не проведешь. И поэтому они знают, кто их обманывает. Вот за это большое спасибо. Это был Руслан Аушев, президент Республики Ингушетия. Спасибо вам. Спасибо, Руслан.